Очень приятно. Очень приятно. Но сейчас, какой ситуации сейчас в Грозном? Это опасно было? Грозный, несмотря на то, что ближайшее окружение Дудаева грозило возмездие, и сегодня тоже по их планам национальное возмездие, Грозный находится под жестким контролем российских войск. Договорились ваши представители. Сказали не запускать войска сюда. И вот там мы же не идем сюда. В ближайшее время, буквально в ближайшие вот 1,5 недели, боевики будут разгромлены и сожжены. Хотя будет один выстрел, будут громить и сожгут их всех. Задача. Надо сдать, чтобы сдали оружие. Надо сдавать оружие. Здравствуйте. Приятного аппетита. Вы наберите себе еще чуть-чуть специально за вами, конечно, приеду. Приеду, да? Ну, да, договорились. Точно. Я до командующих всех поднял. Там шум пошел, так сказать, большой. И тут улучшение то, что сейчас там, так сказать, перелом вот всесторонний пошел, что они всех на всех. Можно вас в этом поцеловать? отношении. Ну, целовать. Спасибо. Как от бабушки. И от мамы, и от бабушек. Спасибо большое. Встретились с ними. Вот глава администрации Самашки. Ну, ребята такие нормальные, никогда не участвовали в боевых действиях. Можем записывать, да? Ну, конечно. Это. Они работники исполкомов, работники гитара были совхозов здесь. В общем, очень такие нормальные, можно сказать, советские люди.
жизнь в Челябинске прожила, с прописком приехала. Мы их всех поубивали бы. Я ненавижу же теперь своих соседей, своих челябинцев. Мы же все равно мстить будем за своих людей. Вы знаете, я женщина, и то буду мстить за своего брата. Детей, маленьких, крупных ребят сидели. Даже не спрашивали. Зачем нам это сделали, а? Зачем? Посмотреть бы вам глазами, увидеть, не рассказал. Они прямо в подвал нам бросали. Мы в этом подвале будем, где картошки хранятся. Мы смотрите, в чем мы вышли? Можете пройдите, в подвале лежат, даже не разрешают за 4 дня, их похоронить не разрешают. Там целых труп нету нигде, целых труп вы не найдете. Поезжайте туда, просим очень даже. Больные лежат, никакой помощи нету. За 2 дня издеваются они, ужасно издеваются. Пожалуйста, просим, поезжайте туда. Окажите медицинскую помощь, окажите. Ой, уже там трупы даже нету, там мертвые лежат, не разберемся, кто там, мужчина, женщина. Там одни вот такие куски лежат, поезжайте туда, просим вас. Ваши родители не пустили туда, просим, поезжайте туда. Алло, Лев, это Косов звонит. Слушай, у нас здесь кровавая драма разыгралась. Значит, ну каким образом? Надо срочно принять меры. Если кто-то может, вот так сказать, ярко выйти к Министерству обороны или там где снять, что практически уничтожают Самашки. Не выдают выходить людям, сжигают дома, зачистка называется, так сказать. Вначале они 2 суток молотили, боевики оттуда ушли. Что касается, так сказать, про старейшин, вот сидят у меня в кабинете все старейшины. Допытался. Вот хочешь, сейчас они тебе расскажут. Это Лев Александрович, хороший депутат из Госдумы. Алло. Лев Александрович. Здравствуйте. Я 6 числа, мы, старейшины села Самашки, встретились с заместителем командующим Антонов Юрием Александровичем. И на мирным путем хотели решить вопрос, чтобы люди не были уничтожены, мирным путем войти, ну, федеральные войска, чтобы вошли. Договорились, согласились, он потребовал нам сдать 264 стволов орудий. Я Антону говорю, мы сельскохозяйственные работники. Мы не сеем и не выращиваем оружие. У нас единственный плуг и трактор мы понимаем, а оружие нам не нужен. У кого было оружие, этих людей уже нету. И он сказал, до 16 часов, где горит пламя, если вы не принесете оружие, то мы будем начинать атаковать. Тогда я обратился, есть за 2 часа, мы ничего не сможем дать, разрешите, дайте нам коридор, чтобы вывести людей. Если вы уже хотите такую кровавую, руки запачканы, так пачкайте там, дайте людей вывести, детей, женщин. Он сказал, хорошо, выводите. Мы начали выводить людей. И откуда они возьмись, пальба нашла со снайперской. Ну что там? Здравствуйте. Его вчера не забрали, отпустили. А? Одного мужа вашего? Или кто он? Ну если завтра они его отпустят. Сейчас если
Он там в списках нет, и вчера... Он же без рук, у нас рука нету. У нас все сгорело, ничего нету, кроме мы. Давайте, садитесь в машину. Сейчас я постараюсь. Саня, давай, узи. давай. Как зовут? Хабуева? Адам. Адам Ибрагимович. Братья у нас забрали, отцы забрали. Пацанов всех колотят подряд, стариков убивают, загоняют в подвалы, поджигают они нас. Чужали их, не знаю, как отпустят. И совсем невинных берут, совсем нету там никого. Все, кто есть, ушли оттуда. И до сих пор они их там убивают, женщин лежат все. Загоняют в подвалы, не смотрят, поджигают они всех там. Что дети, что женщины, что мужик, одинаково для них. Какой порядок эти россияне нам приносят, а? Они наши дома сожгли, стариков поубивали, женщин, которые в подвале сидели, бензином облили, всех сожгли. Что это, порядок разве, а? Что вы боитесь, а? Анатолий Николаевич. Анатолий Сергеевич, здравствуйте. Это Косов беспокоит.